С Бугасской песчаной косы протяженностью 12 километров начинаются знаменитые в России пляжи Анапы. И уже несколько месяцев на побережьях Черного моря ликвидируют последствия крушения двух танкеров «Волгонефти» с мазутом. Тонны нефтепродуктов губят все живое. Загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из которых 44 километра только в Анапе. Беда объединяет. На помощь бросились неравнодушные жители страны. Ингушские добровольцы тоже не остались в стороне. Студенты пожарно-спасательного колледжа Сунжи стали членами волонтерского лагеря «Черноморский рубеж», который на Бугасской косе организовала «Единая Россия». Спортсмены, участники многих волонтерских миссий. Команда из 11 человек взяла на себя самые разные задачи. На этих кадрах Магомед Горданов вместе с другими добровольцами улавливает рыбу, чтобы проверить и проанализировать масштабы загрязнения территории. Мы проживаем в нашей стране. Если ты являешься патриотом своей страны, надо следить за чистотой, за порядком. Все-таки эта катастрофа очень такая масштабная. И в этом будет благо не только мне, но и остальным людям, которые проживают в Анапе, которые приезжают отдыхать в Анапу. Во второй смене волонтерского лагеря «Единой России» Черноморский рубеж работают команды из 12 регионов страны. Сильный ветер со снегом и низкая температура. Студенты ПСК выполняют поставленные задачи в непреодолимых условиях. Они просеивают от нефтепродуктов песок, который замерзает в такую погоду. Одновременно с этим искать надо новые участки загрязнений, отлавливать птиц, попавших в мазутные ловушки. Я приехал от Единой России и войск взять такое, чтобы ликвидировать зону ЧС от Черного моря, от мазута и так далее. И еще, чтобы люди не страдали от всяких болезней. А вот часть ингушской команды контролирует пропускной пункт в зону экологической катастрофы. Алим Мережков вместе с товарищами занял КПП. Спасатели взаимодействуют, конечно, и с другими службами объекта для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Нам сказали, что произошла такая ситуация на береговой линии, и мы решили выехать, помочь, оказать какую-либо помощь. Расскажи, как тебе вообще атмосфера в лагере и вернешься ли ты сюда? Атмосфера в лагере нравится, все дружелюбно, все между собой взаимодействуют. Познакомился с новыми людьми. Вместе со студентами на месте ликвидации последствий аварии и преподаватель пожарно-спасательного колледжа Асхаб Галаев, который является инструктором по альпинизму, аттестованным спасателем, газодымозащитником, мастер спорта по боевому самбо. Он также участвовал в гуманитарной миссии на Донбассе. Команда под руководством Асхаба выполняет задачи, невзирая на любые препятствия. Каждое утро мы проводим построение, после построения инструктаж и после выдаются средства индивидуальной защиты органов дыхания. После чего мы выезжаем по точкам для сбора мазута. Мы находимся в лагере уже вторую неделю, и как бы атмосфера для нас очень подходит и идеально. Руководство относится к волонтерам очень бережно, старается угодить каждому. Всего с начала работы на Бугасской косе собрано и вывезено по официальным данным более 150 тонн мазута и загрязненного грунта. Невероятный результат и огромный вклад в сохранение экологической безопасности окружающей среды. Глава региона Махмуд Али Калиматов высоко оценил работу ингушских добровольцев, участвующих в экологической миссии в Анапе. Это самые настоящие люди Единой России. Благодарен руководству пожарно-спасательного колледжа за такую дисциплинированную и результативную команду. Именно так отзывается о добровольцах из Ингушетии уполномоченный по волонтерской работе партии «Единая Россия» по чрезвычайным ситуациям Игорь Костюкевич. Приятно слышать подобные отзывы о наших волонтерах, которые вместе с ребятами из других регионов решают общую экологическую проблему и подают пример дружной, дисциплинированной командой. Волонтерская работа в нашей республике ведется очень активно, включая благотворительные акции, массовые субботники, общественные и патриотические мероприятия. Они показали себя как реальную силу, которой по плечу решать сложные задачи. Ребята молодцы, мы ими гордимся. Так держать.
Наши волонтеры находят время не только на спасение природы животных. Ингушские добровольцы услышали печальную новость о том, что в их корпусе поселилась многодетная семья с 3 маленькими детьми. Они остались без жилья после пожара. Тяжелые обстоятельства не оставили равнодушными студентов. Понимая, как важно поддержать людей в трудной ситуации, ребята из Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ингушетии навестили семью с подарками и сладостями. Адам Мережков, Магаз 24.